закончилась эпоха, когда сволочи под названием хозяева СМИ, отрабатывая свои обязательства, простраивая свой бизнес и принося в жертву медиа, хозяевами которого они стали, определяли судьбу медиа. Все мы помним, как хорошие федеральные ресурсы, не знаю, лента или газета, или началось это с Life Journal, который был фактически убит его владельцем товарищем Мамутом, как и лента и газета, которым тоже приложил руку, как и Рамблер, который стал просто помойкой из новостей, которые обычно даются под рубрикой, знаете, СМИ-2, где-то на полях там. Почему Ельцин доил слониху там, да? Вот в это превратили когда-то очень сильные, с большой, кстати говоря, региональной сетью медиа. Прохоров, который слил все голоса своих избирателей на выборах президента страны, напомню, он набрал там 20%. Русская интеллигенция традиционно, желая верить в свою безошибочность, пошла и проголосовала за него. После этого мы увидели с вами, как этот человек фактически уничтожил отличную команду РБК, просто продав ее указанному властью человеку, который до этого купил «Комсомольскую правду» по фамилии Березкин. Ведь могут владельцы вести себя по-другому или нет? Вот могут у них быть какие-то вещи, связанные с пониманием свободы слова как ценности, за которые, может, в аду не придется гореть, если они все-таки будут ее придерживаться. Ведь нет у нас, к сожалению, никакого другого инструмента контроля за властью. У нас что делает государство? Оно с помощью СМИ контролирует общество, а должно быть все наоборот. СМИ в интересах общества должны контролировать власть. Собственно, вся миссия СМИ в этой незамысловатой формуле содержится. Но мой акционер Лебедев, когда его бизнес окончательно убили, его самого дожали, поставили на грань посадки, он вместо того, чтобы продать акции, что от него вынуждали акции «Новой газеты», он пришел в редакцию и подарил их обратно. Это был с его стороны такой абсолютно блистательный жест. Я знал, что он широкий человек, образованный, там, с 7 языками, и знающий Пушкина с Мандельштамом наизусть. Но когда я знал, его просто взяли за жабры, я знал, кто от него требовал продать, я был на этих переговорах. Когда его вызвали на переговоры Лебедева по поводу продажи акций газеты, он выходил из офиса Национального резервного банка, когда туда влетели люди в масках. И началось маски-шоу. Были закрыты все кабинеты, опечатаны, все сотрудники были согнаны в зал. Все как положено. Он позвонил этому человеку и сказал: я не могу приехать на переговоры, поскольку у меня обыск. Он говорит: вы не поняли, это переговоры начались. И несмотря на это, Александр Евгеньевич, понимая, что он не удержит бизнес и не удержит эти акции, приехал, отдал в редакцию. А что мешало Прохорову прийти к редакции? Вот что мешало Прохорову прийти к редакции, вызвать Осетинскую с Баданиным, я имею в виду РБК. Это все-таки глобальная история была. Это была газета, это было очень неплохое информационное агентство, это телевизионный канал, и сказать: ребята, не могу, крутитесь сами, заберите. А вместо этого его сестра продолжает вести колонки о нравственности, справедливости и демократии. Вот так странно происходит у нашей интеллигенции, этих владельцев. Но эта эпоха закончилась. Теперь началась другая эпоха. Теперь началась эпоха. Я не знаю, как ее пока сформулировать. Ну, смотрите, я сейчас попробую. Я вот вчера, у меня выдалось 2 часа, я сходил, посмотрел фильм Спилберга «Первый игрок приготовиться». Кто-то видел уже? Видели, да? Ну, вообще, всегда надо смотреть то, что снял Спилберг, хотя, конечно, это там не моя уже эстетика, я человек ламповый, а все уже диджитал. Но я понимаю, что там люди одевают очки и попадают в виртуальную реальность. Вот я понимаю, как устроена виртуальная реальность. Путин устроил в стране совсем другую историю. Он создал реальную виртуальность.
Когда вокруг, я очень много езжу по стране, когда вокруг заброшенное, запущенное, все время нищающее, не ощущающее чувство справедливости страна, но в каждом ее конкретном квадратном сантиметре верит, что плохо только здесь. А вот если ты отъедешь недалеко, там где-то окажешь, то там точно все уже наладилось. И вот эта атмосфера создана. И теперь, когда газеты когда-то они были с народом и оппонировали власти в интересах народа, то теперь, мне кажется, власти и народ вполне себе сомкнулись, и аудитория, на которую мы всегда опирались, люди, в интересах которых мы работали, они оказались на стороне власти, а мы по природе медиа обязаны ей оппонировать. Я не переусложнил ничего сейчас. Посмотрите, что произошло в политической системе страны. Работая дальше, тем, у кого еще есть рабочие места, что произошло? Кто последний раз, когда слышал что-то про Единую Россию, про Общенародный фронт, Общенародный народный фронт, как он назывался, про вот эти движения, там, Молодая гвардия, наши, про все эти многочисленные фейковые институты, созданные типа общественные палаты, движения в поддержку. Ведь этого ничего нет. А Путин у нас кто? Самовыдвиженец на выборах. Он отказался от услуг всей элиты, которую сами вырастил. И вот так вот напрямую пошел избираться от имени народа. Дальше мы столкнемся с удивительной ситуацией. Я вам ее спрогнозирую. И мы это сейчас видим, мы работаем во всех регионах страны, и на Кавказе тоже. Ситуация такая, она абсолютно парадоксальная, и на этом я закончу. Мы присутствуем в уникальный момент, когда народ начинает бастовать массово против власти за Путина. Это абсолютно новая историческая картина, это новая медийная реальность для нас. И мы должны это, мне кажется, мы должны вот это понимать. Если ко мне будут вопросы о том, как будем работать мы, и там, как устроено, что там происходило с этой газетой, если кому-то интересно, я, конечно, отвечу, но в первую очередь я хотел бы послушать, и я за этим приехал, ваши рассказы, что происходит у вас. Не буду скрывать, мы когда в машине из аэропорта с Леонидом ехали, он мне рассказывал, здесь закрылось, здесь закрылось, здесь закрылось, что сегодня на встрече будут люди, которые работали, вот мне сегодня очень много интересного про Сорокина рассказывали, который там первый сделал фактически всю гейзерскую историю еще там 4-5 лет назад. Вот какая нам пришла идея с Леонидом. Мы осенью в Москве проведем съезд закрытых медиа. И пригласим туда абсолютно всех там и свободных наших телевизионщиков, радищиков, журналистов, и иностранных. С тем, чтобы был такой съезд со своими историями. Сам съезд — это такой длинный лангрид про то, как с нами это все происходило. То есть формат нашей сегодняшней встречи, считайте, это учредительной конференции съезда, на котором будут приглашены закрытые СМИ.